Алихан Хаджибекарович – человек, который внес весомый вклад в восстановление ингушской государственности. Вспоминает, было непросто, но всенародный подъем национального духа и сплоченности дал силы в преодолении всех сложностей. Все время был поиск, все время какие-то нестандартные решения для того, чтобы у нас что-то двигалось вперед. У нас же элементарно не было аэропорта. У нас тогда не работала железнодорожная ветвь. Практически сложно было передвигаться, выезжать из республики, потому что через Северную Осетию ехать это тогда сложно было. Тот, кто едет, он ехал, так сказать, в сопровождении БТРа. Тогда уже решили сделать дорогу через Курб. Вот. И потом первые самолеты. Аэропорт сначала сделали, так сказать, для маленького самолета, потом уже расширился. В период создания республики Алихан Паров работал во многих структурах власти. Он был управляющим делами Совета министров, дважды возглавлял Министерство культуры Ингушетии. Именно под его руководством появилась национальная библиотека. В его бытность произошел подъем национальной культуры. В этом году Ингушетия празднует столетие становления государственности. И его радуют изменения, которые произошли в республике за последние годы. Иметь свою государственность – это, безусловно, очень важно. Очень важно для того, чтобы у нас было и экономическое, и социальное развитие. Если бы у нас не было своей республики, не было бы своего университета. Так? Если бы не было своей республики, не было бы науки своей, культуры своей и так далее, и так далее. Сейчас у нас... Посмотрите, огромное количество школ построено, шикарных, прекрасных, современных. Огромное количество детских дошкольных учреждений. Мамы теперь могут спокойно водить своих детей, а там идет воспитательная работа. Сейчас Алихан Хаджибекарович на пенсии. Он пишет книги. Из-под его пера вышла книга о первом президенте Ингушетии. Уже в зрелом возрасте Алихан увлекся миром живописи. Он непрофессиональный художник с несомненным талантом. Тамара Хшагульгова, Магас 24.